Самые активные воркутинцы в день единого голосования на избирательные участки пришли еще утром. В Заполярье выбирали депутатов Совета по 3 округам. Территориальная комиссия накануне выборов провела большую работу. Информацию о предстоящем голосовании опубликовали в газетах, крутили ролик на радио. Участковые комиссии разнесли приглашения по квартирам. Но несмотря на это, уже по традиции Воркута по явке заняла последнюю позицию. В список избирателей включено 16 117 человек. Мы понимаем, что эта цифра, если ее, скорее всего, на 2 поделить, она будет реальная. Потому что всем известно, что люди уезжают и остаются здесь все-таки прописанными. А проживают они за пределами города. По явке второе место после Воркуты с конца списка стабильно занимает Инта. Активнее всего, как всегда, голосовали в селах. Максимальную цифру по явке 51,15% набрала Вижайка Усть-Вымского района. Впрочем, по словам председателя избиркома региона, это и не удивительно. Сегодня в этом поселке всего 131 избиратель. На этих выборах был замещен 51 депутатский мандат из 52. В Троицко-Печорском районе победитель определится только в эту среду. Там 2 кандидата получили равное между собой количество голосов избирателей. В этом случае, в соответствии с нашим законом, победитель будет определен в результате жеребьевки. То есть в настоящий момент больше, чем другие кандидаты, но равно между собой количество голосов избирателей получили выдвиженцы «Единой России» и Коммунистическая партия Российской Федерации. Кстати, на этих выборах опробировали технологию для изготовления протокола участковой комиссии с использованием машиночитаемого кода. Нововведение испытали на 24 участках из 35. В целом новая система показала себя хорошо, но все же без эксцессов не обошлось. Старое программное обеспечение наших компьютеров, то есть имеется в виду именно старых компьютеров, содержит галочку, которая устанавливает автоматический переход на летнее-зимнее время. Вот. Если, что получилось? В общем, никто же не ожидал, что так будет. Когда стали составляться протоколы с использованием QR-кода в 8 часов вечера, на экран выводился тренировочный протокол. То есть, есть понятие тренировочный протокол и есть рабочий. Тренировочный протокол для чего составляется? Для того, чтобы накануне дня голосования проверить работоспособность программного обеспечения, убедиться в том, что это нормально. Недочеты заметили и вовремя исправили. Надо отметить, что участковые комиссии новой технологией остались довольны. Она действительно облегчает их работу и позволяет избежать ошибок. Весной 2018-го, во время главных выборов страны, в коме нововведение должно работать уже на всех 425 участках. Для этого, по словам председателя избиркома, придется постараться обеспечить участки качественной компьютерной техникой. Елена Кононова, Алексей Паршуков, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.